Здравствуйте. Капитальный ремонт больниц и поликлиник, закупка нового оборудования и автомобилей. Все это запланировано в ходе модернизации первичного звена здравоохранения. Все это по программе возможно в малых городах численностью не более 50 тысяч человек. Как же быть жителям столицы? Об этом мы поговорим с Динарой Еникеевой, заместителем министра здравоохранения Республики Башкортостан. Динара Раисовна, здравствуйте. Здравствуйте. Глава республики Ради Фаритович Хабиров в своем послании к Курултаю Госсобрания нашей республики также отметил этот вопрос, что к юбилейному году жители столицы получат модернизированную систему здравоохранения. О чем была речь? Вот скажите, пожалуйста, как идет ход этой кампании, этой модернизации в столице? В рамках национального проекта, как вы уже отметили, республика в рамках программы модернизации первичного звена оснащается и реконструируется, и строится за счет федеральных денег. К сожалению, населенные пункты свыше 50 тысяч, они выпали из этой программы. Поэтому по поручению Ради Фаритовича с текущего года, то есть с 2024 года на 6 лет, в республике запущена программа по модернизации Уфы и республиканских учреждений, которые расположены на территории города Уфы. И на эту программу запланировано 8 миллиардов. В течение 6 лет мы будем их делать капитальные ремонты, приобретать оборудование, то есть обновлять, совершенствовать. Ну вот у нас уже открыта поликлиника больницы номер 9, у нас детский гематологический центр. Да. Что еще? Какие объекты будут реконструированы, построены, отремонтированы? В основном охватятся все поликлиники и больницы нашей столицы. Акцент даем в основном на поликлинику прежде всего, да, то есть все детские поликлиники вошли, 17-я больница, республиканская детская клиническая больница будет охвачена. Также крупные больницы, это 5-я, 8-я, 13-я, 18-я, то есть все больницы города Уфы. И поликлиники 46-я, 43-я, 50-я. Плюс, я говорю, небольшая часть будет выделяться под республиканские учреждения. Но модернизация – это не просто замена кровли, труб, это масштабный проект, то есть и новое оборудование. Конечно, конечно. Это, мы не поставим старую мебель в красивые помещения. То есть это полный, под ключ, это ремонт каких-то отделений. Вообще в рамках программы пройдет капитальный ремонт будет в 118 объектах города Уфы. То есть объект это может быть поликлиника, а у поликлиники может 3 объекта войти. И вот запланировано, говорю, в 118 у нас капитальный ремонт. Соответственно, будет и мебель туда же приобретаться, туда же будет приобретаться оборудование. Оборудование будет приобретаться не только в те учреждения, конечно, которые вошли в капитальный ремонт, и те, где не будет капитального ремонта, но есть потребность в оборудовании, потому что оборудование это основные, одно из основных, да, для постановки диагноза, вообще для лечебного и для оказания медицинской помощи. А вот модернизация первичного звена, что прежде всего здесь необходимо? Вот чем нужно дополнить? Первичка это прежде всего поликлиническая часть, да, то есть это тот фронт, который выступает в медицине первым. То есть кто первый сталкивается с пациентом? Сначала же идут, как правило, в поликлинику, если это не экстренный какой-то случай. И, соответственно, первичка это что? Это прежде всего рентгены, это УЗИ-аппарат, если говорить о крупном оборудовании. А так, все, что необходимо на уровне поликлиники. Все это будет обновляться и приобретаться. Что касается лабораторий? Лаборатория у нас уже в Уфе, у нас же централизация лабораторной службы, она идет с 2019 года, и Уфа уже давно модернизирована, и это гордость нашей республики, наша центральная лаборатория, которая в 13-й больнице расположена, в РКБ, там уже давно работает современная техника и оказывает очень на высоком уровне помощь, то есть делаются исследования и анализы. Что касается государственно-частного партнерства, то есть это тоже новая форма работы. Понятно, 8 миллиардов это большие деньги, но денег мало не бывает. Совершенно верно вы говорите, да. Кажется, так на слух, 8 миллиардов это так много. К сожалению, это прекрасно, это отлично, потому что Уфа давно очень нуждалась в таких обновлениях, но это не покроет все потребности, которые есть на сегодня в здравоохранении. Поэтому нами отрабатываются все способы привлечения финансов, в том числе и финансирование от частных инвесторов.
И в конце прошлого года, в последних числах декабря, к нам зашел инвестор с государственно-частным партнерством, то есть в рамках 115-го федерального закона по модернизации государственной клинической больницы номер 5 города Уфы, в которой инвестор планирует ремонт и реконструкцию 10 корпусов, предлагает нам приобретение оборудования, из крупного это МРТ, КТ, УЗИ аппараты. То есть вот такое сейчас у нас в работе, в дальнейшем. Сейчас мы рассматриваем, в дальнейшем будет, я надеюсь, потому что 10 корпусов – это просто колоссальный шаг. Корпусов и очень даже много, прям для пилота это очень шикарный, скажем так, проект. В рамках модернизации обновляется и автомобильный парк, как со столицей. В столице совершенно верно, в рамках программы модернизации мы уже несколько лет приобретаем автомобили для довозки пациентов, для медицинского персонала, чтобы они могли доехать до наших пациентов. Уфа опять-таки выпадала из этой программы, но не так давно Ради Фаридович давал задание, и были розданы автомобили нашим уфимским поликлиникам, автомобили легковые. Программа эта будет продолжена, естественно. Наверное, Раисовна, вы уже говорили о том, что Уфа давно этого ждала. И для вас, как для человека, много лет работающего в системе, это такой исторический момент, что наконец-то есть такая возможность. Действительно, была уже колоссальная проблема, что учреждения Уфы, учреждения здравоохранения, нуждались в обновлении. Очень нуждались, очень давно этого ждали. И спасибо огромное Ради Фаридовичу и правительству, что нас услышали и эту помощь нам оказывают. Программа рассчитана на 6 лет. Как вы думаете, за эти 6 лет мы успеем дойти до той самой мечты, когда пациент скажет: в нашей поликлинике есть все, кроме очередей? Я надеюсь, что даже очередей не будет за эти 6 лет, потому что над этим мы тоже работаем. Что касается подготовки специалистов, все-таки модернизация предполагает новое оборудование, может быть, какая-то переподготовка или подготовка специальная? Конечно, здесь, во-первых, это процесс нескончаемый обучения медицинского персонала, потому что медицина не стоит на месте, она совершенствуется, и у нас постоянно появляется новое оборудование, поэтому этот процесс идет и будет идти. Переподготовка специалистов, она на регулярной основе, в соответствии с теми потребностями, которые возникают. То есть поставили новое оборудование, естественно, мы прежде всего научили, прежде чем начать на нем работать. Могут ли жители столицы, медики, посмотреть график работ, то есть какая поликлиника? Да, это документ официальный, это постановление правительства республики, это программный продукт, то есть это программа модернизации. И, соответственно, это есть размещено на всех источниках. Если в поликлинике идет ремонт, то как решаете вопрос с пациентами? В соседней поликлинике или как? В каждом случае индивидуальный подход, потому что везде свои особенности. Где-то у поликлиники несколько подразделений, мы можем перевести просто в удобный для данных жителей, то есть в другой филиал. Я говорю, это все очень индивидуально. Для вас, как, допустим, для пациента поликлиники, то есть вы приходите, что для вас самое главное? То есть если исходить с точки зрения клиентоориентированности, чего ждут сегодняшние посетители поликлиники? Тут, наверное, очень много компонентов. Да? Одно из, ты заходишь, переходишь порог поликлиники. От каждого возраста еще зависит много, но все-таки наша цель, чтобы пациент не тратил много времени, то есть не сидел в очередях, чтобы вся логика на уровне поликлиники, начиная от входа, была выстроена логично, и как единой цепочкой замкнутой шло, да, начиная от кабинетов, которые в первую очередь, то есть кабинет первой помощи, то есть вот эта вся логика выстраивается. Это одно. А второе, конечно же, прежде всего общение и время врача, которое уделяется на пациента. Здесь нам помогают IT-технологии. То есть, на сегодня у врача не ручка, а мышь в руках. И программный продукт, на котором работают наши доктора, основная его цель – это помощь. То есть не искать лишнего, чтобы были всплывающие подсказки. Все это реализуется в республике, и этим пользуются наши доктора. Что касается модернизации крупных центров,
Там тоже акцент на первичное звено? Или тут уже центр сам принимает решение? Ну, акцент на первичное звено есть во всем здравоохранении. Это как бы, ну, основа основ, потому что 80% уходит на первичку, и 20% уже уходит на специализированную, то есть вот то, что вы говорите, крупные центры. Но крупные центры, это у нас есть 3 уровня оказания медицинской помощи в республике. 1, 2, 3. То есть 1 это первичка, 3 это специализированный. И там направление немножко другое, но все равно акцент, я говорю, идет на первичку, а уже первичка сеет, и до туда доходят уже более сложные случаи, которые нуждаются в оказании именно специализированной помощи. А есть ли какой-то, ну, я не знаю, пример для подражания, то есть какая-то поликлиника, которая сегодня, ну, могла бы стать флагманом для того, чтобы понимать, на что ориентироваться? Ну, во-первых, 9-я больница, которую вы упомянули, да, там в этом корпусе 9-я поликлиника 9-й больницы и детская поликлиника размещены. То есть, ну, вот там пример современного медицинского учреждения. Если говорить, ну, наверное, не о новом корпусе, не о новом здании, ну, можно отметить поликлиники 17-й больницы. Во-первых, у нас в республике есть брендирование медицинских организаций, то есть у нас в зависимости, то есть детская поликлиника – это Orange Lime, цвета брендирования, и, соответственно, все филиалы 17-й городской клинической больницы номер 17, поликлинические филиалы, они выдержаны в этих цветах, выстроенная логика бережливого производства, что у нас тоже давно применяется в нашем здравоохранении. Ну, наверное, вот они. То есть тут еще такой очень важный дизайнерский даже подход, узнаваемость. Да, то есть конечно. Оранжевые цвета это Orange Lime это детство, а цвета это даже детство. Это детство именно, да. А взрослые поликлиники это цвета флага нашего башкирского. Что касается настроения врачей, насколько они рады и как они оценивают ход модернизации? Ну, наверное, просто врачи еще не почувствовали. Потому что программа только началась, но сама новость о том, что на УФУ выделяют деньги, обратили внимание, и будет, конечно, для них это огромная радость, они этого ждали. И оборудование они ждут, и красивые стены, потому что в каких условиях ты работаешь, от этого очень много зависит, как минимум настроение наших медработников, вы правильно сказали. Спасибо огромное, дорогие друзья. Динара Еникеева, заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан, была гостем проекта «Интервью» на БСТ. Оставайтесь с нами.